Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о противостоянии казахов и айратов в конце 17-18 веках. Алга. Тауке хану удалось добиться временного прекращения родоплеменных раздоров и возобновить территориальное единство казахской государственности. Он нормализовал политическую ситуацию, ликвидировал раздробленность казахских земель и подчинил ее централизованной власти, а также принял ряд мер для поднятия авторитета ханской власти. Также он превратил Совет Биев в важнейший орган, в задачи которого входило решение вопросов внутренней и внешней политики казахского ханства. Совет Биев созывался с участием наиболее влиятельных биев из трех казахских джузов. От старшего джуза Талебия, от среднего джуза Казбекбия, от младшего джуза Айтыкебия. Их действия были направлены на консолидацию казахских джузов и на преодоление тяжких испытаний ханства, в частности на объединение сил казахского ханства против айратского нашествия. При нем был составлен свод норм права, 7 установлений, определившие основные принципы правопорядка и государственного устройства. Время правления Тауке хана отличалось относительным спокойствием и названо в истории годами, когда жаворонки клали яйца на овцах. В 80-е и 90-е годы 17 века джунгарская армия вторглась в Семиречье и Южный Казахстан. Были разгромлены несколько казахских улусов, захвачено 9 городов, среди них Сайрам, Манкент, Карасман, а также другие города. Сайрам, в частности, оказал огромное сопротивление, что привело к повторному вторжению джунгар. Город в итоге был разрушен, часть его населения уведена в Джунгарию и Восточный Туркестан. В 1680 году джунгары не смогли взять ставку Тауке хана Туркестан. Для организации отпора джунгарам в 1710 году Тауке хан созвал Курултай казахских джузов, где было создано объединенное войско во главе Багенбай-Батыром. С 1693 года Тауке хан направил 5 раз послов в Сибирь с целью создания военного союза против джунгар и установления казахско-русских торговых отношений. Однако смерть Тауке хана осенью 1718 года усилила действия центробежных сил, а его наследник султан Каиб, по-видимому, не обладал качествами, необходимыми для государственного деятеля, и был не в состоянии сохранить единство трех джузов. Абулкаир Султан, первоначально признавший верховенство Каипа как прямого наследника Тауке, благодаря незаурядным личным качествам, отодвинув на второй план своего соперника, с 1723 года стал главным властелином младшего джуза. Абулкаир, несмотря на свою противоречивость как полководец и государственный деятель значительного масштаба, сыграл важную роль в организации и развертывании освободительной борьбы казахского народа против джунгарского нашествия. К тому же, обладая природными данными политика, дипломата и находясь в более или менее близких отношениях с правителями сопредельных стран, хан Абулкаир в значительной степени способствовал консолидации антиджунгарских сил в казахском обществе. В первой четверти XVIII века наибольшая угроза для казахов нависла со стороны джунгарского ханства, достигшего в 20-х годах наибольшего упрочнения своего военного потенциала, политического веса в Центральноазиатском регионе. Существование Джунгарии как сильного государства в непосредственной близости от границ Казахстана представляло собой реальную угрозу не только для казахов, киргизов, узбеков, алтайских народов и других, но и для самой России, чьи экономические и политические интересы в зоне алтайских горнозаводских предприятий побуждали как правительство, так и сибирскую администрацию принимать энергичные меры противодействия против далеко идущих устремлений Хунтайджи Циван Рабдана. Стратегическая цель джунгарских правителей была ясна: подчинение огромных просторов Казахстана своей власти. Опустошительные вторжения калмыцких войск, участившиеся с 40-х годов 17 века, приняли ожесточенный характер постоянного противоборства еще в конце 17 столетия в связи с воцарением на джунгарском престоле Циван Рабдана, первым крупным внешнеполитическим актом которого явилось возобновление кровопролитной войны с казахским ханством. Походы джунгарских войск в 1710, 15, 17, 18, 19 годов показали пагубность родоплеменных расприй.
внутрифеодальных раздоров перед лицом нараставшей из года в год агрессивной угрозы. К тому же в военном отношении Джунгарское ханство представляло собой серьезную силу и для России, тем более для казахских народов. В отличие от некоторых азиатских народов, имевших лучный бой, на вооружении джунгарской армии еще в конце 17 века имелось огневое оружие с фитилем. Наличие артиллерии у джунгар ставило их в более выгодное положение. К тому же джунгары имели огромную по тем временам армию. Вооружение казахов значительно уступало джунгаров. Оно состояло в основном из луков, сабель, копий. Лишь незначительная часть сарбазов была вооружена фитильными ружьями, убойная сила которых была невелика. Политическая нестабильность в казахских джузах способствовала агрессивным действиям внешних врагов. Вторжение джунгарских войск 1711-1717 годов подточило силы казахов. Используя свое военное превосходство, джунгарское войско временно оккупировало часть Семиречья. Передовые их отряды дошли до реки Сарысу в центральном Казахстане. Последствия джунгарских вторжений побудили известных старшин, биев, народных батыров, наиболее дальновидных чингизидов приложить усилия к военному объединению и также людского потенциала всех трех джузов. В 1722 году, после смерти цинского Багдыхана Канси, длительное время воевавшего с айратами на границе с Китаем, установилось некоторое затишье, что дало возможность Хунтайджи джунгарского ханства Цеван Арабдану совершить завоевательный поход на казахов. Агрессия джунгар, названная в истории казахского народа годами великого бедствия, принесла очень много страданий, голода, разрушения материальных ценностей, нанесла непоправимый урон развитию производственных сил. Тысячи мужчин, женщин и детей были угнаны в плен. Казахский народ дорого поплатился за беспечность своих султанов и ханов. Под напором джунгарских войск вынуждены были покинуть веками насиженные места, что повлекло за собой откачевки части казахов среднего джуза к пределам среднеазиатских ханств. Многие роды старшего джуза тоже откочевали к реке Сырдарье, перешли ее и направились в сторону Хаджента. Казахи младшего джуза откочевали вдоль рек Яик, Ор, Иргыза к границам России. Ведя непрерывные войны, часть казахов среднего джуза приблизилась к Тобольской губернии. Годы Великого бедствия 1723-27 годов по своим разрушительным последствиям сравнимы с монгольским нашествием начала 13 века. Джунгарская агрессия сильно повлияла на международную ситуацию в Центральной Азии и владением волжских калмыков. Обострила взаимоотношения в регионе. Каракалпаки, узбеки, нападая на обессилевших казахов, усугубили их положение. В эти годы особенно сильно пострадало Семиречье. Трагедия стала возможной не только впоследствии внезапных военных действий джунгар. Она была обусловлена отсутствием в казахском обществе политического единства в тяжелейший период истории Казахстана. Чингизиды все продолжали враждовать между собой, даже несмотря на то, что когда джунгары разоряли мирные аулы, не успевшие откочевать на восток. В этот сложный и опасный период дело спасения страны взял на себя сам народ, выдвинув из своей среды видных предводителей народного ополчения, как Каракерей, Кабанбай Батыр, Шакшак Джанибек, Наурызбай, Багинбай и других. Мудрые вдохновители освободительной борьбы сыграли важную роль в объединении казахских джузов. Успешные действия объединенных сил трех джузов начали давать свои результаты, начиная с 1726 года и в среднем течении реки Сарысу при впадении в нее Буланты. Казахское объединенное войско нанесло сокрушительный удар джунгарскому войску. Осенью этого года казахские ханы Абулкайр и Семике вместе с другими султанами с 10-тысячным войском напали на волжских калмыков, которые беспокоили западную границу казахского ханства и вынудили их отступить. Самое крупное кровопролитное сражение с джунгарами произошло весной 1729 года в местности Анракай на юге озера Балхаш. В народных преданиях это место носит название места воинов и рыданий калмыков. В сражении участвовали вместе с Абулкайром родовые подразделения старшего джуза во главе с Булат-ханом. Впервые правители трех джузов совместно единым фронтом выступили против джунгар, и победа была внушительной. Однако после той битвы произошел очередной раскол между казахскими владетелями. Основная причина – борьба за верховную власть степи.
В связи с внезапной смертью Булат-хана основными претендентами на место хана были от среднего джуза Семики, а от младшего джуза Абулкаир. Абулкаир-хан с подчиненными ему отрядами младшего джуза отступил к границам России. Значительная часть среднего джуза, в наибольшей степени испытывавшая давление джунгар, оказалась прижатой к Сырдарье и была вынуждена покориться джунгарам, как потом оказалось, ненадолго. Общенародная борьба, достигнув значительных успехов вследствие ставших традиционными разногласий, оказалась ослабленной, хотя усилием народных масс сохранялась территориальная целостность государства. Однако угроза джунгар все еще оставалась. В сложившейся ситуации было принято решение дать правительству России юридическое основание для открытого вмешательства в джунгaro-казахский конфликт. Последующие события привели к потере независимости сначала младшим джузам, а затем и другими джузами. После разгрома Китаем джунгарского государства до калмыков доходили слухи о том, что их далекая историческая родина опустела. Как мы говорили в выпуске номер 71, и калмыки, жившие на Волге в подданстве России, джунгары, являлись айратами и также буддистами по вероисповеданию. У калмыков появилась жажда возвращения на родину. Во главе жаждущих калмыков стоял сподвижник князя Амурсаны Шерен. Осенью 1770 года калмыки согласовали свое переселение с китайскими властями. Часть волжских калмыков, подстрекаемая ламами, в январе 1771 года начали откачевку общей численностью 180 тысяч человек в китайские пределы. На правобережье Волги остались около 60 тысяч калмыков, которые не смогли перебраться на левый берег реки из-за тонкости льда. Маршрут движения основного калмыцкого кочевья проходил через территорию Казахстана, которых возглавил князь Убаши. В связи с массовой откачевкой калмыков Россия потеряла значительное податное население. К тому же они подавали дурной пример другим народам России. Яицкое казачество отказалось преследовать калмыков, также не было активных действий со стороны оренбургского казачества. Тогда Россия решила воспользоваться давними казахско-калмыцкими враждебными отношениями. Оренбургский губернатор Неплюев натравливает казахов против калмыков, оповестив Нуралы-хана, что калмыки идут нападать на казахов. И более того, от имени российского правительства предоставляет Нуралы-хану право при сражении оставить в своем распоряжении всю доставшуюся добычу с условием вернуть калмыков на прежние кочевья. Такое же предписание было дано и казахам среднего джуза. Казахи воспользовались данным предписанием, мстя калмыкам за все прежние набеги. Калмыки, пытавшиеся пройти через территорию младшего и среднего джузов, получили сокрушительные набеги со стороны казахов. В сражениях с калмыками принимали активное участие воинские соединения казахов всех трех джузов, а также почти все казахские ханы и султаны, например, Нуралы, Абылай, Абул-Фейс, Яралы, Султанбек, Урус. Калмыки, имея 40 тысяч воинов, потерпели поражение. Казахи же захватили скот и имущество. Самое сокрушительное казахско-калмыцкое сражение произошло на берегу реки Эмба и на побережье озера Балхаш. Калмыки попытались остановиться на берегу реки Маянты, но казахское ополчение численностью 50 тысяч воинов, возглавляемое Абылай-ханом, нанесло сокрушительный удар. Окончательное поражение калмыкам нанесли тяньшанские кыргызы. Это сражение в истории получило название «Пыльное сражение». Основная масса калмыков погибла в сражениях с казахами, и до далекой Джунгарии дошла их небольшая часть. Остатки калмыков при прибытии в Синьцзянь были расселены небольшими группами и несли пограничную службу. На этом этапе можно говорить о завершении казахско-айратского противостояния в 17-18 веках, но впереди казахов ждал еще более опасный враг – постоянно усиливающаяся Российская империя. Но об этом в будущих выпусках. Друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Традиционно пишите в комментариях все, что вы думаете о наших выпусках. И об этом выпуске в частности. Пишите свои пожелания, на какие темы вы хотели бы услышать в будущие выпуски. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, саубулугас и до новых встреч. Пока.